Сәлем, Касем, Малика. Қалдарыңыз қалай ағайын? Мен енді қазір сол белсенді кісі қашан маған қосылатынын күтіп тұрмын. Төреш Мейіржан. Өзім туралы айтып кетейін дейсің ба? Болды, айтам. Қазір мен бірінші көрейін. Бізбен бірге тікелей эфирге қосылу керек. Бір кісі әлі қосылмады. Бізде басты админ осында отыр. Сізден өтініш. Біздің чат групптарға жаза салыңызшы. Немесе сілтемесін жіберіңіз. Осы тікелей эфирге жақсы ма? Өйткені бізде Free Kazakhs Official деген Instagram парақшасы қазір блокта тұр. Нұрботар оны блокқа қойды. Сондықтан мен өзімнің жеке парақшамнан шығатын болам. Сондықтан неге бас админ сізден өтініш чатқа қазір жаза салыңыз. Менің Instagram жаңағы собачка Стамбеков Гани деген латын тілінде. Сол арқылы таба алады. Қазір сәл бір кішігірім пауза алайын, өйткені анау кісі қосылмай жатыр. Көрейік енді қазір анау кісі қосылады деп ойлаймын. Еркін Қайрулаев. Салам бауырым, салам саған да. Өтініш бас админ. Сіз сілтеме жіберіп, сонда жаза салыңыз тікелей эфир. Осы сілтеме арқылы жақсы ма? Өйткені жай ғана сілтеме жіберсеңіз, адамдар түсінбеуі мүмкін. Не үшін бұл сілтеме? Ал нақтылап жазсаңыз, сонда адамдар көретін болады. Және басқа да чаттарға жібере салыңыз. Көптеген сізде чаттар бар ғой. Рахмет. Мен айтпақшы, ағайын көптеген кітаптар сатып алдым. Әзірше күтіп тұрмыз. Өзімнің сөйлесетін кісі ол әлі қосылмады. Ода бір техникалық ақаулар өкінішке орай, өйткені бізде уақыт 1-2 минут қана қалды. Мен ағайын жақында осындай бір кітаптар сатып алдым. Өкінішке орай әлі әзірше оқымадым. Қолым тимеуде, бірақ құдай қаласа мен осының бәрін өте келе бітіремін. Менде осындай бір кітап Бенджамин Франклин, Американың бизнесмені, сонымен қатар мемлекеттік қайраткер, өте мықты кісі. Жаңағы конституция, қателеспесем конституцияны жазуға әсер еткен, көмектескен, өзі кішкентай кезінен Америкадан Ұлыбританияда жұмыс істеп, бизнеспен айналысып, кейін Ұлыбританияда, Американың Ұлыбританиядағы елшісі болды. Одан кейін еліне қайтып, сонда қызмет атқарды, кәдімгі мемлекеттік қызметкерге айналды. Ол кісі газет журналдарды жүргізді. Сондай саяси, негізінде өте ақылды кісі, өте көп нелері бар. Quotes дейді, айтылған қанатты сөздер. Оның бірі есіме қазір түссе. Окей, Бенджамин Франклиннің бір сөзі менің есіне бар. Save it. Окей, бір сөзі бар ағылшын тілінде. Save it money, earn money. Яғни сақталған ақша, білмеймін қалай аударсам. Сақталған ақша, тапқан ақша деген бір мағыналы бір сөзі бар. Яғни егер сіз, мысалы айтайық, сіз бір дүкенге барасыз. Киімнің бағасы 10 000 теңге. Бірақ сіз ол кісімен сөйлестіңіз, сатушымен, және оны 6 000-ға сатып алдыңыз. Яғни сіз 4 000 теңге үнемдедіңіз, 4 000 теңге сақтадыңыз. Яғни сол сақтанған 4 000 теңге, оны сіз тауып алдыңыз деген сөз мағынада, оны айтуы бойынша. Яғни сіз мысалы жұмысқа барасыз, дұрыс па, сіз күніне 3-4 000 теңге табасыз. Яғни сіздің сақтаған ақшаңыз ол табылған ақша болып келеді. Осы кісі соны айтқан. Бенджамин Франклин, Американың мемлекеттік қайраткері. Келесі кітап осындай бір Малкольм X. Малкольм X деген, мен құрметті достар қайталап айтып кетейін, менде тікелей эфир, бірақ менімен сөйлесетін кісі, Қазақстанның белсенді кісі әлі қосылмады маған. Оның техникалық ақаулары бар.
Сондықтан уақытты босқа кетірмес үшін жалғастырайық. Мне осындай бір кітап тағы да сатып алдым. Малкольм X деген кісі, ол негізінде 20 ғасырда, егер сіз білсеңіздер, ақ пен қара нәсілдің арасында үлкен қақтығыстар болды. Жалпы қара нәсілдерде үлкен бір дискриминация болды. Кезінде мысалы коммунистік Ресейде басқа ұлттарға, соның ішінде қазақтарға мысалы дискриминация болды. Өз тілінде сөйлесен, мысалы автобуста бір қоғамдық орында саған айғалайды. Сондай естідім енді сол кезде тұрған адамдардан, мұғалімдерден. Тура сондай жаңа тіл жағынан, жаңағы сенің қалай сен көрінесің, сен жалпы физикалық, соған бір дискриминация жасаған. Міне, осы кісі Малкольм X 1960 жылдары, егер сіз Мартин Лютер Кинг деген кісіні танитын болсаңыз, ол да қара нәсілдің бір басшысы, екі лидер болған. Осы Малкольм X және Мартин Лютер Кинг, осы екі кісі қара нәсілді жаңағы оларға құқық берілсін деген, сондай бір құқық берілсін, сондай мағынада олар күреске шыққан. Сонда екі кісі Малкольм X және Мартин Лютер Кинг. Мартин Лютер Кинг мынандай көзқарасы, оның тактикасы мынандай болды. Біз тек қана шеру істейміз, парад жасаймыз, бәрі бейбіт жолмен ғана болу керек. Және оның басты идеологиясы ол біз бәріміз де Құдайдың балаларымыз, сондықтан бір-бірімізге махаббат деген сезім болу керек. Махаббат деген жаңағы еркек пен әйелдің арасындағы махаббат емес, махаббат деген жаңағы адам мен адамның арасына, адам мен Құдайдың арасына. Сонда Мартин Лютер Кингтің көзқарасы сондай болды, идеологиясы. Ал Малкольм X'тің көзқарасы бойынша ол айтпақшы түрмеге отырғызылды, кейін түрмеде исламдың қабылдады. Осы кісі былай айтты: егер бізді қара адамдарды ақ адамдар ұрса, біз оларды Мартин Лютер Кингте айтқандай, біз оларға махаббатпен қараудың қажеті жоқ. Олар бізді ұрды ма, біз оларға ұру керекпіз, қарсы ұру керекпіз. Олар бізге етті ма, біз оларға жауап беру керекпіз. Яғни күшке күш деген бір оның идеясы болды. Мартин Лютер Кинг бейбіт жолмен махаббат деген идеясы болды, ал осы кісі күшке күшпен жауап беру деген идеясын айтты. Қазір көрейін, бір секунд. Міне, сондықтан осындай бір кітапты оқыңыздар, өте қызық. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, ағайындар, ақштың ағайындары. Амансыңдар ма? Ассалаумалейкум, ағайын, қазақ елі. Я, біз аманбыз, рахмет сіздерге. Қазір мен микрофонды тезірек қоса салайын. Мен ойладым, сіздер қосылмайсыздар деп. Өйткені Инстаграммен бірінші рет отырған. Может, ол микрофон деді? Только тихо. Окей, мен микрофонды қойсам, сіздерді естімейтін боламын. Окей, жақсы. Қалай, байланыс бәрін дұрыс па? Дұрыс естіле ма? Бәрі жақсы. Тағы да бір амандасып өтейін. Ассалаумалейкум, қазақстандықтар, ақштықтар. Осы бүгінгі тікелей эфирімізде Ғани Стамбеков қосылып отыр. Бүгінгі тақырыбымызды Ғани Стамбеков пен Асқар Жексебаевтың арасындағы диалог болады қазір. Мен қазір Асқар Жексебаевты қосайын. Бір минут. Ассалаумалейкум, Асқарға, қалыңыз қалай? Ассалаумалейкум. Қалай, бәрі дұрыс естіле ма, байланыс? Иә, жақсы, бәрі жақсы. Бәрі жақсы, өте керемет. Сонымен, онда бізде орыс тіліне ғой, мен ұмытып кетіп қазақ тіліне автомат түрде көшіп кеттім. Онда біріншіден былай істейік. Менің жеке пікірім бойынша, егер біз белгілі бір регламент сақтасақ, өйткені егер мысалы мен енді нақты сұрақтар менде бар, сіздің жауаптарыңыз тырысып көріңіз белгілі бір регламентке қоюға. Мен білмеймін, енді өзіңіз көріңіз, 3 минут па, 2 минут па, 5 минут па. Бірақ әр жауап егер тым ұзақ болса, мен ойымша онда басқа бір сұрақтарға жауап беру болмайды.
осы. Егер сұрағым түсініксіз болса, онда сұраңыз, мен сізге мүмкін переформулировка істеймін, жақсы ма? Сонымен орыс тіліне көшейік, өйткені бізде бүгінгі диалог орыс тілінде өтеді. Біріншіден, ағайын, ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Баршаңызға рахмет, осы бүгін қосылыңыздар. Қазір бізде адамдар лайфта отыр, тікелей эфирде. Және құрметті достар, біз бүгін Асхат Жексенбаев деген Қазақстанның мен ойымша танымал белсенді кісі, өзінің азаматтық позициясы бар, өзінің құқығы қандай екенін біледі, және өзінің құқығын қорғай біледі. Қазақ елі үшін, Қазақстан үшін, Қазақстан халқы үшін үнемі өзі жеке шығып, әртүрлі акциялар мен пикеттер өткізеді. Сонымен орыс тіліне өтетін болсақ. Уважаемые друзья, сегодня мы проводим интервью, диалог с известным гражданским активистом Республики Казахстан Асхатом Жексенбаевым. Я видел его лично по YouTube очень много раз. Я несколько раз до этого видел, и я думал, вау, человек выходит так запросто, напрямую, когда, например, 90% нашего народа боятся выйти на улице и что-то даже сказать. Или же они боятся, или же они не видят смысла что-либо говорить против власти. А тут человек, который живет в Алматы и так свободно выходит напрямую, для нас это такой, как современный батыр. Поэтому хотелось бы, для нас это большая честь, для нашей организации Free Kazakhs и Казахстан, и лично для меня проводить с вами интервью. Я коротко сделаю объяснение по поводу нашей организации, чтобы люди понимали, кто мы. Организация Free Kazakhs и Казахстан, созданная, оппозиционная политическая организация, созданная в Америке в этом году, мы создались в конце марта-апреля. Но мы митинги проводили еще с 2016 года. Наша главная задача – это полная смена власти. И мы хотим сменить власть ненасильственным способом. Чтобы народ сам проснулся, мы будем давать определенные тактики, стратегии. Все вместе мы должны сменить эту власть. И чтобы больше у нас не было, я не знаю, института президентства, то есть чтобы у нас не был президент, а был сильный парламент. Мы хотим сделать страну демократичной, и мы хотим защитить интересов нашей страны. И на сегодняшний момент наша организация высказала такую мысль, идею, что на данный момент есть 4 конкретных оппозиции. Это ДВК Мухтара Аблязова, это Жусан, партия Жусан, Айдоса Садыкова, это Халық партиясы Ержана Тургунбая, и это Free Kazakhs и Казахстан, созданная нами, это всеми лидерами молодежи, которая находится в Америке и за рубежом. Итак, сегодня у нас тема будет, у нас вопросов будет очень много. В общем, тема будет касаться демократии, в общем, будет тема касаться прав человека и все в этом роде. Итак, давайте первый вопрос я бы хотел вам задать. Асхат, вы могли бы коротко рассказать о себе, чтобы люди знали вас, что вы делаете, чем занимаетесь, и почему вы вдруг начали заниматься такой вот гражданской активностью? Спасибо. В первую очередь, если говорить о себе в прошлом, то я занимался ресторанным бизнесом. Устанавливали в рестораны светомузыку, экраны, звук и проводили мероприятия. До определенного момента, находясь дома, видели вот этот беспредел, который у нас в Казахстане происходит. Я уже давал интервью, вот именно каким образом я пришел к тому, что я стал гражданским активистом. Да? Дома переживали, наблюдали эфиры все, смотрели, за вашими эфирами смотрели. Потом, когда, последней точкой кипения был это вот именно тот момент, когда Токаев переименовал Астану в Нур-Султан. Вот это была последняя точка кипения. Уже все. Дальше я уже понял, что дальше невозможно молчать. И все, с этого момента я уже стал активно бороться. Все, окей, отлично. У меня будет такое небольшое отступление, я буду время от времени комментировать и буду стараться говорить людям, вот кто сейчас смотрит лайв, пожалуйста, делитесь со своими друзьями или же делайте так на своих друзей, чтобы больше людей нас увидело, чтобы больше людей увидело данное видео. Спасибо.
И, Асхат, у меня следующий вопрос. Я думаю, он будет такой более, наверное, общий, абстрактный. Как вы думаете, что вы думаете о власти? Вообще, сущность власти, ее предназначение, для чего она нужна? Предназначение власти, я думаю, все прекрасно понимают, это в первую очередь это доверие, да? Доверие непосредственно к самой власти. Под этим словом, я думаю, все остальное уже как бы понимание вкроется. Доверие в чем? В доверии правительству, доверие президенту, доверие парламенту. Вот. В данном случае у нас в Казахстане ни одного из этих доверий не осталось, в помине ничего не осталось. Доверия никакого к нашей власти нету. Вот. Поэтому все, что вот это происходит, оно и происходит от того, что предназначение власти было утрачено в нашем государстве. Я могу задать уточняющий вопрос. На ваш взгляд, вот вы сказали, сейчас нету доверия между народом и властью. Вот вы находитесь в Казахстане, я думаю, вы знаете ситуацию лучше, чем мы, кто находится за рубежом, в частности, Америки. Нету доверия у большинства населения, у основной массы, или у какой-то лишь определенной просвещенной массы, или только у активистов, или же даже у тех людей, кто живет, например, в провинциях, в аулах, как по массе? Нет, доверия нету. Если сейчас начать конкретику, именно опись даже проводить или как референдум, да, выяснится так, что больше 90% населения не доверяет нашей власти сейчас, в данный момент. Просто каждый по-разному как бы излагает свою, да, точку зрения в том плане, что кто-то боится, кто-то еще что-то, так скажем, а доверия нету у большинства. И вы сказали, что власть потеряла вот это, у нее больше нету, у народа больше нету доверия к власти. А это произошло в какой-то определенный момент, в какой-то определенный год, или же это было постепенно? Я думаю, это постепенно это все было, по той простой этому, что раньше у нас не было все-таки такой информации, да, как сейчас. Не было интернета, чтобы мы в режиме онлайн получали информацию. Вот. Я вам даже больше скажу, что 2 президентских выбора я лично сам голосовал за Нурсултана Назарбаева. После первого президентского выбора я спорил даже с родным своим отцом по поводу его принципов, его правления. Да. Я заступался, хотя мой отец еще в те года, это уже больше 20 лет прошло, да, вот он мне сказал: ты, говорит, еще молодой, не знаешь, он вас приведет к разбитому корыту. Хотя я вот не буду скрывать, я голосовал за него первые 2 выбора. В то время мы Поэтому тоже верили в него, нашего солнца. Вот это недоверие, она за один день не появилась, она накапливалась годами. Понятно. У меня следующий вопрос. Вообще народу нужна ли власть? Я так думаю, власть нужна, но справедливая, да, нам нужна справедливая власть, и именно власть народная, именно, чтобы у нас была парламентская республика, чтобы каждый депутат, сидящий в этом парламенте, избирался из народа, вот, и, соответственно, так или иначе он был подотчетен своему избирателю. А так власть нужна, я думаю, без этого никак. Это, в принципе, ваш ответ и данный вопрос близко подходит к моему следующему вопросу, что такое демократия. Вы могли бы как-нибудь это просто объяснить, чтобы человек даже в ауле, который живет, понял, что такое демократия? Вот мы все говорим демократия, демократия, а основное количество людей, я даже смотрю иногда комментарии, они просто перефразируют данное слово, но они не понимают смысл, сущность данного слова. Вот как вы можете объяснить, чтобы даже человек в ауле, который живет, понял, что такое демократия? Это его права, это что? Демократия это у нас в первую очередь это у нас народовластие, да? Это когда народ управляет государством, так или иначе, с помощью референдумов, с помощью выборов и делегирует
свою власть. Вот у нас это в Конституции в принципе прописано, но это все под 7 замками закрыто, поэтому это не работает. Вот. А так, демократия это человек, который делегирует свою власть народу, и власть прислушивается к его мнению. Вот. Если коротко, можно так сказать. Но я как-то видел интервью, что Назарбаев говорил, вот вы говорите о демократии, вот те же самые министры, депутаты, это же их же народ избрал, то есть они представители народа. Значит, если народ их избрал, и они от имени народа выступают, значит, это и есть демократия. Вот как вы, например, ответили бы на такой комментарий Назарбаева? Ну, я не думаю, что кто-то их выбирал, они друг друга сами выбирают. Что касается последних выборов, это было очевидно показано нам. Да, народ был готов голосовать не только за Касанова. Да, Касанов это так чисто просто как было отдушина, да, для народа. Если бы даже не Касанов, а туда привели бы Саула, последнего нашего крестьянина, и сказали бы, он будет вашим депутатом, мы бы за него проголосовали, вся разница в этом. Вот. Это, голосуя за Касанова, наши люди голосовали не за Касанова, а против Назарбаева и против Токаева. В общем, поэтому те, кто там сейчас сидят у нас, за них никто ни один голос не подавал. Я же говорю, они там между собой просто все это делают. Значит, у нас власть в Казахстане незаконна. Правильно, да? Незаконно. И причем это все знают. Все понимают это. Окей. Смотрите, вы говорите то, что основная масса людей, она ненавидит власть, а у нее нет доверия к власти. И Да. мы сегодня с вами разговаривали о демократии. Вот на ваш взгляд, как можно достичь демократии в Казахстане на данный момент? На данный момент, ну я так думаю, что то, что наши люди все-таки, да, наше поколение, прошлое поколение наших отцов, они все-таки, если учесть, что прожили 70 лет при коммунизме, да, советской власти, потом 30 лет при Назарбаевской власти, да, ну, атрофировано все, гражданская активность, вот это вот гражданский, наша свобода, она деградирована настолько, что сейчас в данный момент идет все к тому, что потихоньку, шаг за шагом мы, ну, будем так просто говорить, да, просыпаемся, так скажем, да. Вот. Идет самообразование населения. Вот. Люди смотрят каждый день уже не телевизор, они заходят в интернет и получают информацию оттуда. Соответственно, постепенно мы придем к тому, что большая часть населения наша будет образована именно что касается демократической части государственности нашей. Как вы считаете, ну, на ваш взгляд, как долго это затянется? Переход Мы к демократии. Не знаю, если вот смотреть, допустим, по динамике того, что происходит у нас в Казахстане за последний год, вот если взять пример полгода, если подвинуться обратно, то что происходит сейчас в Казахстане, полгода назад это было невозможно абсолютно. Близко даже невозможно было. Вот, с учетом того, что я же говорю, сейчас гражданская активность на подъеме, вот, каждый день в наши ряды вливаются новые люди, каждый день люди получают информацию, то же самое, я говорю, самообразовываются. Мы покупаем ту конституцию, которая у нас сейчас есть, и те права, которые там прописаны, мы стараемся даже этими правами апеллировать и защищать сами себя. Поэтому я так думаю, что в ближайшее время, естественно, никто не хочет, чтобы затягивалось, чтобы это все. Ну, мы рассчитываем в 2020 году. Да, мы рассчитываем. Как Назарбаев говорил, в 2020 году у нас с экономикой будет все хорошо. Очень хорошо, он сказал. Надеюсь, в 2020 году у нас получится это сделать. Я хочу немного сделать короткое отступление. Вы сказали, что мы в 70 лет жили при коммунизме, 30 лет при диктатуре Назарбаевской. Я бы еще добавил, что мы 200 лет жили в составе Российской империи. И вот этот промежуток исторический не в 100 лет, а в 300 лет
он является очень таким большим уроном в первую очередь, я бы сказал, для казахского народа, так как он исторически здесь на этой территории проживал, и мы знаем всех наших батыров, Алаш-Орда, интеллигенцию, очень много смелых людей, активных, открытых людей, просвещенных людей. Их у нас просто убивали. Это Российская империя, это Советская Россия, это и тот же самый диктатор Назарбаев. Знаем, что он сам убил Заманбека Нуркадилова и Алтынбека Сарсембаева. То есть я всегда говорю, интеллигенция, вот эта вот реальная интеллигенция, которая за народ, которая просвещенная, это своего рода фильтр. Вот если взять аквариум там в 30 литров воды, если там фильтр маленький, который там всего 10 сантиметров или 7 сантиметров, если он сломается, то вот эта вода в аквариуме, она просто начинает, она завоняет, она просто там покроется, я не знаю, зеленью, и все рыбки, которые там внутри, они просто начнут умирать. И вот этот вот маленький 10-сантиметровый фильтр, у него есть такая возможность, что он вот эти вот 30 литров или 50 литров воды, он через себя прогоняет, и он делает ее, очищает. Точно так же наша интеллигенция Алаш-Орда, она была фильтром для народа. Они нам показывали, куда нам идти, что нам нужно делать, что нам нужно просыпаться, почему, кто наш враг, кто наш друг. И, к сожалению, у нас из-за того, что вот Российская империя, наследие, Советская империя, наследие, и вот диктаторский Назарбаев, в связи с этим у нас народ на данный момент не проснувшийся, и в связи с этим он не знает своих прав, и он боится защищать свои права. Вот в этом я лично вижу как историческую такую, я не знаю, ошибку, можно сказать, со стороны. Я не знаю, ну, это, к сожалению, так случилось, это история, и мы должны на этом учиться, и дальше мы должны теперь просыпаться и действовать. Пользуясь этой маленькой паузой, я хотел бы призвать всю молодежь в Республике Казахстан активно принимать участие в жизни нашей Родины. Это наша страна, это наша Родина. Сегодня вот Асхат Ага, он выполняет свой патриотический долг, свой гражданский долг. Но мы, молодежь, он нам передает эстафету, моральную эстафету, и мы должны дальше ее брать, и мы дальше должны бороться за свободу. И когда мы говорим бороться за свободу, это не значит, что надо с оружием в руках выходить. Мы говорим ненасильственно, мирным способом мы должны бороться за свою свободу. В Америке есть такое английское, на английском языке слово freedom is not free. Свобода, она не бесплатна. За свободу нужно бороться. Ее нам никто не даст. Ее не Аллах, там, не Бог. Ее никто нам не даст. За нее надо выходить и бороться. За нее надо сражаться. Поэтому всю молодежь Республики Казахстан мы призываем выйти на митинги 16 декабря. А также ту молодежь и тех казахстанцев, которые проживают в Корее, в Дубае, в Америке, в Канаде, в Германии, в любой стране мира, выходить 16 декабря на митинги. Идите и протестуйте у здания консульства Республики Казахстан. Если нет в вашей стране консульства Казахстана, то делайте протесты, митинги в центральных площадях этого города или этой страны. Мы уже здесь делаем с 2016 года. Живы и здоровы. Вы видите, я с вами разговариваю. Поэтому не бойтесь, никто вас не убьет, никто вам ничего не сделает. Вашим родителям, родственникам никто ничто не сделает. Вот недавно мы сделали одно видео, как мы сливали Назарбаева в туалете. Я думаю, все это видели. Там трендовое видео, там, по-моему, уже около 300 тысяч просмотров на Басе. И после этого один КМБшник Амир, как он себя представился, он мне постоянно говорит, что он меня застрелит. Он знает, где я живу, он знает мои данные. И он сказал, что 8 декабря мы здесь будем проводить митинг за защиту казахов, которые проживают в Китае, и против диктатуры Назарбаева, так как 10 декабря является Всемирным днем прав человека. Но мы проводим его в Нью-Йорке 8. Почему? Потому что в воскресенье, выходной день, больше людей придет. И он обещал прийти туда и застрелить меня. Я сказал, хорошо, будем тебя там ждать. Поэтому, уважаемые люди, пожалуйста, молодежь, не бойтесь, знайте свои права. Вот эти КМБшники, которые вам отправляют аудио, там, не знаю, посольство Казахстана, если вас будет стараться на страх взять, не поддавайтесь. Все нормально, мы показали, вот пример, я выступаю без маски, живо, Асхат выступает, он также выходит. В Казахстане он жив и здоров, и я также жив и здоров, поэтому не бойтесь, пожалуйста. Этот страх, его не существует, он существует у вас в головах, поэтому он должен быть исчезнуть, и мы должны защищать свою родину. Спасибо. Итак, у меня следующий вопрос. Асхат, вот следующий вопрос. Что вы думаете о будущем Казахстана? Ваше мнение.
Ну, я думаю, я уверен в этом, да, что будущее Казахстана у нас все-таки светлое. Невзирая на то, что 300 лет, как вы говорите, да. Ну, я так далеко, конечно, не уходил в своих анализах. В принципе, вот этих 100 лет и так уже достаточно, в принципе, охарактеризовать, почему у нас все так происходило. Вот. Я так думаю, что у нас все будет хорошо. Почему? Потому что, я же говорю, динамика роста гражданской активности у нас с каждым днем как бамбук, да, так скажем, поднимается вверх. Нас становится с каждым днем все больше и больше и больше. Вот. И эту лавину никто не сможет удержать. Никто не сможет удержать. Тем более наше трусливое государство, вот, с их грязными методами, она не способна просто это сделать. Вот, поэтому я думаю, мы добьемся того, что наша страна будет демократической, парламентской, то, что у нас будет Конституция настолько залита мощно, фундаментально, что туда уже никто не сможет, как говорится, своими руками залезть и делать там свои поправки под себя. Этого уже ни у кого потом не получится. Вот, мы добьемся своего. Отлично. Вот вы сказали, что народ такая большая сила. Мы тоже как-то до этого приводили такой пример в Таиланде, когда они воспитывают слонов, вот они берут маленького слоненка. Они его привязывают к маленькой деревяшке, которая, ну, просто вбивают на землю, я не знаю, деревяшка может быть только 10 сантиметров. И этот бедненький слоненок, они его бьют, они его дрессируют в Таиланде, чтобы, я не знаю, там деревья таскать срубленные или там туристов на себе. И потом со временем, как показывает, ну, факт, этот слоненок, когда уже превращается в полноценного 3-5-тонного слона, он все еще привязан к этой маленькой деревяшке. Вот. То есть у слона уже такое сложилось мнение, я не знаю, уже у него в голове, что вот эта вот деревяшка, это его и есть весь мир, это и есть его, я не знаю, его свобода. То есть он привязан к этой деревяшке, но он не понимает, что он 3-5-тонный тонный слон, он может снести своего хозяина, там, не знаю, сколько, 70 килограмм, и сломать вот эту вот деревяшку, он просто ее может вырвать с корнем, она всего лишь 10 сантиметров. Точно так же и народ. Народ это как слон, он обладает неимоверной силой, но, к сожалению, вот как этот слон, он не понимает, народ наш, что сила на его стороне, что вот нас, народа, 18 миллионов, взять верхушку, их там, ну сколько, 500 человек, и мы 18 миллионов, разве мы не можем вот эту вот верхушку, просто ее смыть с корнем, как этот слон может, я не знаю, убрать вот эту вот деревяшку 10-сантиметровую. Поэтому, я думаю, самое главное, одна из самых главных проблем это в нашем сознании. Народ должен проснуться, народ должен понять, что сила на его стороне. Там старик, которому 80 лет, нас 18 миллионов, и мы не можем его убрать уже 30 лет с поста. Он нас обворует, он нас убивает, он нас гнобит. И представьте, в каком, я не знаю, у меня просто слов нет, что 18 миллионов не могут просто убрать 80-летнего старика, который обманывает. К нашему счастью, Гани, к нашему счастью, люди это все-таки не слоны. Нет, у нас есть разум. Так или иначе, люди поймут, понимают. Я же говорю, с каждым днем нас становится все больше. Вот, и в конечном итоге та чаша, которая должна наполниться, она наполнится. Вот, тогда все будет так, как мы задумываем. Почему? Потому что у нас есть цель, вот, у нас есть ресурсы, да, человеческие. Мы можем прибавлять наше количество людей, а государство не может это сделать. Вот, государство, я имею в виду в лице вот именно тех чиновников, которые занимают сейчас высшие посты, да. Вот, их больше не станет никак. Вот, и деньги, которые забиты в их сейфе, им не помогут. Вот, поэтому с каждым днем человеческий ресурс в нашем ряду, он только увеличивается. Вот, поэтому я же говорю, когда эта чаша наших резервов наберет свою массу, свою силу, тогда мы уже будем говорить с позиции силы. Имеется в виду, мы же не хотим действительно, вот почему у нас до сих пор все так происходит медленно. Мы не хотим крови, мы не хотим киргизского сценария, мы не хотим украинского сценария.
Вот, у нас хватает разума понять, что это нас откинет только назад. Вот, поэтому мы по своему сценарию, но мы мирным путем все-таки добьемся того, что у нас будет демократическая страна в нашем государстве. И не просто так на словах, да, а по факту. По факту. Народа, власти, мы добьемся этого. Отлично. У меня будет короткая реплика, отступление. Мы часто видим такие комментарии, люди у нас задают фрикязык, казахтар, кто за нами стоит, там, Государственный департамент США, или же это ДВК, мы филиал ДВК, или кому-то еще принадлежим. Хотел бы сделать это ответ более четким, что за нами не стоит Государственный департамент США, за нами мы не являемся филиалом ДВК, хотя мы поддерживаем всячески ДВК. И кто за нами стоит? За нами стоит молодежь, лидеры молодежные, волонтеры, обычные люди из Казахстана. И когда иногда мы тоже видим комментарии людей, что вот мы уехали в Америку, мы кинули свою страну, мы там предатели, или мы там дети чиновников, которые учатся в Булашаке. Я вам скажу так, в Америку приехать много денег не нужно. Виза стоит $160. Билет в один конец стоит $400. Многие люди, простые казахстанцы, которые сюда приехали, они взяли кредиты. Кто $2000, кто $1000, и они приехали сюда. То есть основная масса казахстанцев, которые в Америке и также за рубежом, это обычные люди. Они здесь гастарбайтеры. Вот честное слово, мы здесь гастарбайтеры. Я сам здесь 3 года и на официантами, и помощником официантом, и грузчиком. И здесь у нас 99% мы такие работы выполняем. То есть мы обычные люди, которые приехали, я не знаю, за свободу, за лучшей жизни. Вот у нас, к сожалению, в стране такого нету. И в этом виноват режим назарбаевский. Благодаря ему вот молодежь уезжает. И в начале 2000 этого года около 34 тысяч казахстанцев уже покинуло свою родину. Почему? Потому что Назарбаев, спасибо Назарбаеву, он создал такие условия, что мы вынуждены уезжать, покидать свою страну. И здесь, за рубежом, я также скажу, в Америке студенты болашаковцы никогда не выйдут на митинг. Вот сколько мы им говорили, никогда они не выходили на митинги. Они болашаковцы. Они учатся на деньги. По сути, это деньги народа. Просто им выплачивают режим. Вот, и они никогда не выйдут на митинги. Также дети чиновников, которые в Америке, они никогда не выйдут на митинги. Почему? Вот, потому что они приехали сюда кайфовать, отдыхать. Они идут в дорогие бары, они идут в ночные клубы. А мы простой народ, у нас по 1-2 работы, у нас еще есть учеба, и мы плюс выходим на митинг. То есть простой народ. Это главная мысль, то, что я хотел сказать. И, во-вторых, я еще хотел бы сказать, у меня большая благодарность от имени Фрикязыки, от меня лично, к движению ДВК и к Мухтару Кабулычу. Почему? Потому что с помощью вас в прошлом году народ Казахстана начал, наконец-то, от слов переходить к действиям. То есть до этого, если мы все ненавидели эту власть, то здесь мы хоть как-то что-то начали показывать, свою ненависть в деле. И мы, например, в Америке в том году, то есть в 2018 году, первый раз вот прямо так стабильно начали выходить, и первый наш митинг был за ДВК. То есть мы не являемся частью ДВК, но ДВК сказал, давайте выйдем в этот день на митинг, и мы вышли в поддержку. Затем Жусан Айдос Садыков, он тоже сказал, давайте выйдем на митинг, и мы тоже вышли, Фрикязыкс тоже поддержали их. То есть мы поддерживаем всю настоящую реальную оппозицию. И мы за то, чтобы вся реальная оппозиция, 4 организации были на одной стороне, чтобы они между собой не враждовали. Наш главный враг это не мы друг другу, наш главный враг это Назарбаев и его система. И этот хитрый Назарбаев, он старается через свою агентуру, через КМБ между нами, между реальной оппозицией вести какой-то, не знаю, конфликты. Искусственно. Поэтому мы призываем к единству всей оппозиции. За нами народ. Народ на нас смотрит. Он хочет, чтобы мы объединились. Он хочет, чтобы мы шли против режима. И если мы между собой будем конфликтовать, то народ просто потеряется. Он не будет знать, за кем идти. Поэтому мы просим все 4 организации. Вот мы видели, Ержан Тургумбаев недавно посетил ДВК Аблязова. Да? Хорошая новость. Это значит, в их пути новый шаг развития и сотрудничества. Поэтому и другие же организации, может быть и не прямо, то давайте косвенно. Одна организация проводит митинг, давайте другие организации ее поддержат.
Вторая проводит, давайте все остальные поддержим, чтобы в один и тот же день проводить одни и те же массовые акции, чем мы будем делить народ. Народ этого хочет, и наша организация, наши все организации это могут сделать. Поэтому прошу всю оппозицию, чтобы были в едином блоге. Спасибо большое. Если у вас есть Ну какой-то вот, комментарий, Галин, если вот сейчас прибавить к твоим словам, сейчас в Казахстане образовывается еще пятая сила. Пятая сила — это вот именно, которая, я так думаю, сможет объединить вот эти 4 силы. Это Көше партиясы, да? Вот. Почему такая идея возникла, Көше партия? По той простой причине, что у нас нет ни офиса, у нас нет ничего, кроме улицы. Мы свою власть, мы свою позицию высказываем только на улице. Вот наш офис, наш дом, наша родина только на улице. Поэтому Көше партиясы, вот мы под этой как бы идеей будем пытаться сейчас объединить всех. Вот. Поэтому присоединяйтесь к нашей партии улицы, партии площади, партии свободы. партия Ждем вас. Да. Супер. У меня теперь следующий вопрос к вам. Кто же является другом Казахстана? На ваш взгляд, кто является другом Казахстана? Есть ли у нас в Казахстане, у Казахстана друзья? Да, я думаю, у нас, если не кривя душой говорить, 15 республик, которые были в Советском Союзе, я не говорю про государство, я говорю про людей, да, которые жили в этих государствах. Вот, все люди наши друзья, в том числе они и живут в нашем государстве, все эти 15 государств, которые были при Советском Союзе, эти люди живут у нас в Казахстане, соответственно, все они наши друзья. Я не буду конкретно сейчас говорить про какое-то отдельное государство, друг не друг, враг не враг, но нет плохих людей, нет плохой нации, есть плохие люди. Вот поэтому мы считаем, что у нас много друзей. Отлично. Я бы хотел добавить от себя. Наша организация Free Kazakhs, мы отчетливо сказали, кто у нас является врагом Казахстана. Первое — это нынешняя власть и ее система, Назарбаев. Это первый враг Казахстана. Второй враг — это Россия. Когда мы говорим Россия, мы не имеем в виду русский народ или русскую культуру, или же русский язык. Мы имеем в виду действующую российскую власть. И мы приводили конкретные примеры, что в Казахстане есть 7 российских военных баз и полигонов, которые травят и убивают нашу страну и наших людей. И это является незаконным. Это акт агрессии. И мы проводили митинг против Российской Федерации здесь, в Нью-Йорке, у здания консульства России. Вот. Вообще, данный который режим, как и в России, как и в Казахстане, они друзья, они одного теста, они друг друга поддерживают. И на наш взгляд, что Российская Федерация, она не хотела бы видеть Казахстан демократичным, свободным и развитым государством. Почему? Потому что тому режиму в России это невыгодно, что вокруг него будут одни демократические и развитые страны. Это опасно для самого режима в России. Я лично, как простой человек, мне очень интересен Александр Навальный, вот, Немцов, Борис Немцов. Такие люди, я думаю, это сильные патриоты, просвещенные люди России, русского народа. Если такие люди придут к власти России, то я думаю, если у них будет демократия, это очень хорошо. Если у нас во всех странах будет демократия, это будет очень хорошо. И следующий, третий, мы указали врагом Казахстана, это Китай. Мы знаем, что в Китае на данный момент, в китайских Восточном Туркестане, исконная тюркская земля, которую захватили в 1949 году китайская коммунистическая партия Мао Цзэдуна. И на данный момент в Китае содержится в лагерях и в тюрьмах около 3 миллионов уйгур, около 500 тысяч казахов, около 50 тысяч кыргызов, узбеков и татар. Это является незаконным, это акт фашизма, и мы выступали против Китая. Все это время мы проводили, не знаю, наверное, с десяток митингов. И 8 декабря мы также будем проводить митинг против Китая и против диктатуры Назарбаева. Это наша организация назвала три основных врагов Казахстана. Мы не против определенной национальности или народа, но мы против тех режимов,
кто сидит в этих странах. Дальше, следующий у меня вопрос. На ваш взгляд, Асхат, на кого же все-таки Казахстан должен равняться? Есть ли какой-нибудь, я не знаю, ваше мнение, Казахстан должен, например, равняться на Россию, или же там на Саудовскую Аравию, или же там на Норвегию? Вот ваше личное мнение. Ну, я бы хотел, чтобы Казахстан равнялся на западные демократические страны. Но с учетом нашего, как говорится, казахстанского колорита. Но при этом равняться надо все-таки на те страны, которые стоят сейчас в десятке лучших. А в десятке лучших стоят западные демократические страны. Если коротко говорить, то я думаю, это самое такое подходящее. Супер, отлично. Мы немного добавлю. Наша организация тоже точно так же говорит, что нужно равняться на Запад, и мы очень часто говорим об Америке. Мы понимаем, что нет в какой-либо конкретной стране абсолютной демократии, то есть 100%. Даже по индексу демократии, по-моему, Америка занимает 12 место в мире. Но все же то, что есть, например, в Америке, Казахстан, если по сути так взять, по факту мы очень сильно отстали от Запада, от Америки в экономическом, в социальном плане, в политическом, я не знаю, в культурно-духовном плане мы очень-очень сильно отстали от Запада. Некоторые люди, я также читаю комментарии, вот там Запад испорченный, там вся, не знаю, все плохое идет от Запада. На самом деле не так. Я думаю, просто мы попали под сильную российскую пропаганду. У нас в Казахстане, не знаю, почему крутят российские каналы, там Россия-24 и так далее, которые негативно отзываются об Украине, показывают Украину как агрессора, а Россию как миролюбивца, или же там Грузию как агрессора, или же Америку и весь Запад, там гниющий Запад. На самом деле здесь не так. Друзья, вот я до этого приводил пример, здесь гражданское общество есть. Здесь, я не знаю, мэр, то есть аким города, он не может украсть деньги, там президент. Здесь, если что-то случилось, здесь будет большой скандал. Даже если вы знаете, сейчас проводится слушание по импичменту президента Трампа, то есть его даже могут убрать с президентства. И это здесь все открыто. Здесь люди выходили на, не знаю, 200-тысячные митинги против Трампа, они там, не знаю, унижительные какие-то оскорбительные слова против него писали, там разные штучки приносили, можете в интернете посмотреть, но никого не посадили, никого не убили, никого в СИЗО, никого не били, никому штрафы не поставили. То есть абсолютно нормальная страна. И вот мы здесь в Америке проводим митинги. Я вам скажу так, вот в Нью-Йорке, чтобы провести митинг, тебе вообще никакое не нужно разрешение. Если это не достигнет какого-то определенного количества размера людей, то тогда нужно разрешение, но разрешение на какой-то, если ты хочешь в определенном месте, там в парке, к примеру, чтобы это заранее оградили, чтобы обезопасили, чтобы митингующих никто не тронул, ради этого это сделано. А так, если, например, у вас 25-30 человек, вы можете свободно в любое время в центре города, в любом месте выходить без разрешения, даже никого не надо уведомлять. Просто взял, вышел и все. По любой теме, там, против Трампа, за Трампа, не знаю, все, что хотите. Никто вас не остановит, никто вас штраф не выпишет. Это абсолютно нормально. То есть в цивилизованных странах выходить на митинги, не брать разрешение, это абсолютно норма для всех граждан. И так должно быть и в Казахстане. Ну, у нас было, в Конституции 93 года было прописано, любой гражданин Республики Казахстан имеет право выходить на митинги, пикеты и все остальное. А 95 год Конституция уже внесла туда дополнение, которое правой рукой нам дали эту возможность, а левой рукой тут же забрали. И все. Спасибо, Назарбаева. Да. У меня следующий вопрос. Вот, Асхат, вы выходили на многочисленные пикеты. По-моему, я смотрел видео сегодняшнее. Вы вроде бы уже 20-й раз выходили на... 22-й. Как? 22-й. 22-й, да, 22-й раз вы выходили на акции протеста, пикеты одиночные. И вас часто садили в СИЗО. Ну, давайте будем говорить простым языком. СИЗО это, конечно, не тюрьма, но что-то похожее, чтобы люди просто не путались. Скажем так, своего рода тюрьма. То есть вас садили, вас сажали в опорку. Вот
у народа такой вопрос. Вас когда сажали в тюрьму, в опорку, там, в СИЗО, вас там били. Вот первый вопрос, вас там били? Нет, конечно, там такого нету. Такого У нету. вас там, Будьте любезны. у вас там органы не отбирали? Нет, конечно. Нет, если вкратце говорить, вот смотрите, с момента задержания, самый неприятный момент, это у нас именно происходит в судилище, да, это суд, там, где люди ищут справедливости. Вот для нас самые такое нервозные, самые эмоциональные моменты проходят именно там. Почему именно там у нас происходит нарушение прав, нарушение свобод. И вообще, я вот смотрю на действия судьи, вот, который вот 15 суток мне позначила, да, по 488 статье. И если я сейчас буду рассказывать то, как это было, это вообще беспредел полный был там. Вот. Поэтому вот самое эмоциональное это вот именно в суде. А то, что происходит после суда, будьте любезны, участковый нас сопровождает до Лобачевской. Мы туда приезжаем, там ребята нас встречают. Уважительно, нас уважают. Я же говорю, у нас в стране получается, вот на Лобачевской там вообще никаких проблем нету в этом плане. Просто не нам дают новые, чистые. Вот, все там получается, и книги, и питание, и все, в принципе. Ну, с питанием там есть, да, немножко проблемы такие, что по пути до столовой средства воруются, и до кухни доходят не те деньги, которые должны доходить. Поэтому, Я хочу вас уточнить. Можете в общем описать, вот 15 суток вас посадили в какой-то изолятор, камеру, там нету ни света, там душно, воняет, там клопы, вас там ночью приходят после 12, у вас делают допросы, вас там бьют, я не знаю, ваш сосед сокамерник какой-то, я не знаю, там убийца или же какой-то криминалитет, он вас там унижает, он вас тоже бьет, он у вас что-то отбирает. Еда у вас там на воде и хлебе, 15 суток там вас холодной водой поливают, я слышал. Ну вот 15 суток, как вообще, что там происходит эти 15 суток? Вас там над вами издеваются, морально? 15 суток, нет, там все не так, конечно. Окна большие, светлые, яркие, в смысле освещение в комнате довольно-таки хорошее, жаловаться на это. Ну, она закрыта, естественно, решеткой. Вот, 7 кроватей двухъярусных, это получается одна большая комната на 14 человек. Ну, там, естественно, 14 человек не находятся одновременно. Вот, самое больше у нас находилось 7 человек в одной камере. Вот, при этом каждому человеку приходит в рабочие дни, это получается 6 дней в неделю, с 12 до часу передачи приходят, поэтому с едой там проблем нету. Вот то, что должно быть, я имею в виду, да, вот питание, которое положено там от государства идти, вот она немножко такое, конечно, так скажем, слабая. Вот, каша, действительно, завтрак, каша, которая должна быть на молоке, она варится на воде или на порошке молочном. В общем, непонятно что. В общем, несъедобно это все. Вот обед нормальный, суп, второе нормально приходит. Ужин тоже самое нормально приходит. Вот чай с лимоном, яблоки. В принципе, с этим проблем нету. Вот, что еще? Контингент, конечно, разный. Контингент разный туда попадает. В основном попадают люди с перегаром, обидели жену, ДТП, потом что? Такие бытовые аресты, в принципе. Люди обычные, нормальные люди, трудяги. Есть офисный работник, вот сидел. Потом самая печальная вот история была то, что я вот там увидел 2 ребят, которые подсели на наркотик скорость. Вот на них было больно смотреть. На них было больно смотреть. А так, по отношению к нам, вообще никаких абсолютно проблем нету. Все, как говорится, на уровне. Я же говорю, сотрудники учреждений, будьте любезны, пожалуйста, извините. Вот так вот, как бы, уважительное отношение. Ну, я смотрю, у вас условия были, в принципе, хорошие. Вот да. согласно тому, что вы описали, я думаю,
Это прекрасная возможность для студентов, у кого нет, там, например, общежития. Это прекрасная возможность для лиц, людей, у кого нет жилья. Поэтому выходите обязательно на митинги, у вас будет 15 суток, вам будут давать бесплатную еду, у вас будет нормальное жилье, контингент. Плюс одна поддержка будет мощная. Да, да. Если вам не с кем пообщаться, если вы одиноки, выходите на митинги, вас посадят на 15 суток, и у вас в комнате будет по 7 человек, и я думаю, будет интересная команда, с кем поговорить. Так, следующий у меня вопрос. У меня следующий вопрос. Каково сейчас протестное настроение внутри Казахстана? Готов ли народ выходить на массовые митинги? Или готов ли народ на данный момент сменить данный режим? Почти готов, да, почти готов. Я же говорю, вот мы сейчас вот до этого разговаривали же, чаша наша гражданского населения, она наполняется каждым днем. Но она еще не наполнилась, но она наполняется. И причем... что нужно, чтобы это наполнить, эту чашу, дополнить? Мы своим примером показываем пути, как можно это быстро это все сделать. Каждый день выходим на одиночные пикеты, не я один. Вот меня 15 суток посадили, вот наши ребята, которые сейчас вот в этой комнате находятся, они поочередно. Вот один из них, парень, который тоже 15 суток, как я сидел, вот он вместо меня на площадь выходил. Вот. Я не знаю, они, ну, видите как, я же говорю, то, что вот столько времени наши люди доверяли, не то чтобы доверяли, да, просто для нас вот как было, политика это что-то такое грязное было, да, там грязь, там обман, там и все остальное. Вот ассоциации были со словом политика, это вот самые страшные такие нехорошие ассоциации были. Вот. Спасибо одному небезызвестному человеку, который начал нам раскрывать именно глаза вот, на слово политика, что такое вообще политика. Вот. Поэтому я же говорю, мы сейчас с каждым днем нас становится много. И я так думаю, что в 2020 году мы все-таки, эта чаша наполнится. Отлично. И у меня будет короткая рекламная пауза и моя реплика. Уважаемые друзья, все те, кто смотрит данное видео или же запись, просим всех вас подписаться на